Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Все вы знаете из средств массовой информации, что наши регионы теперь живут по своим региональным законам, которые с апреля разрешают эвтаназию собак свыше 40 сантиметров в холке. Астрахань – это один из городов ада для животных. Каждый день идет жесткий отлов, чтобы в конце апреля, как было запланировано чиновниками, совершить над ними суд через сжигание. Волонтеры не смогли с этим смириться. Начался массовый срочный поиск людей неравнодушных. Откликнулись из разных городов. Сейчас идет срочный вывоз из Астрахани по другим городам, сразу в семью, если таковые находятся, или по кураторам на передержке. Но собак очень много, и нужны сотни рук, чтобы спасти хоть кого-то. Это беда в масштабах страны, и нас всех калашмятит ежедневно все то, что происходит в стране. И находясь круглосуточно в теме этой жестокости и горя животного мира, хочу сказать следующее. Уж не настолько ненавистны эти собаки и опасны, сколько есть жажда наживы на их истребление. Это у чиновников. И жажда крови у мелких исполнителей, которые делают вбросы в соцсети с лживой, фальсифицированной информацией о покусанных, пишут заказные статейки, дабы разжечь у населения больше ненависти, чинят препятствия волонтерам. Вот такой перечень фотосмертников разошелся по волонтерам и сетям. Извините, друзья, но я не смогла пройти мимо, хотя очень старалась не касаться этой темы. Не получилось. Конечно же, меня не оставила равнодушной и эта тема, астраханская, и эта жестокость. Не хочу, чтобы их сжигали, не хочу полагаться на других, пусть кто-то спасет, а я в стороне. И я попросила спасти и на мою душу, то есть на свое кураторство, взяла несколько собак. И сегодня я расскажу вам о 3. Здравствуйте! Сегодня 25 апреля, город Астрахань. Мы находимся в приюте «Чистый город». Раньше он был приютом, а сейчас стал пунктом временного содержания. На региональном уровне приняли закон о том, что животные выше 40 сантиметров в холке являются агрессивными и подлежат умерщвлению. Сегодня зоозащита и волонтеры спасают этих животных. Давайте посмотрим, как это происходит и действительно ли это собаки-людоеды, как утверждает депутат Дунаев, который ввел этот закон в Астраханскую область. На территорию ПВС заезжает водитель на «Газели», нанятый зоозащитой. Следом заходят волонтеры, в руках у них список тех животных, кому сегодня повезет отправиться домой в добрые руки. Также волонтеры заносят клетки, которые куплены на волонтерские деньги. А вот и первый счастливец – собака-людоед, которая отправится к новым хозяевам в другой город. Постойте, а что происходит? Собака спокойно залазит в клетку и даже махает хвостиком. На деле же оказалось, что это доброжелательные, любвеобильные хвостики, которые не несут человеку никакой опасности. Волонтеры тоже ответили им любовью, почесали их за ушками, погладили пузико и сделали все максимально от них зависевшее, чтобы поездка для собачек оказалась менее стрессовой. Даже были поцелуйчики на прощание. За некоторыми животными приехали сами местные жители, а за другими даже приезжали из других городов. Собакам присваивается номерок и данные получателя. Они отправляются в такие города, как Москва, Тверь, Рязань и Краснодар. Как много приходится преодолевать волонтерам, чтобы организовать, чтобы спасти, чтобы все получилось. Транспорт, клетки, люди, помощники и самое главное, чтобы было куда везти и кому встречать.
Давайте я тоже буду. Здесь собаки 7, 40, Иди, малыш, иди, мой, иди, не бойся. Прям кто еще поедет? Слушай, ну хорошо, ну не бойся. Ну все, маленький, все, не бойся. Не бойся, хороший. Все, ты что делаешь? Хороший, не бойся. Не надо с ним сейчас. Все, давайте. Сейчас пальцы будем брать и засыпать. Вот, сюда берем. Вы не оставите. Сейчас бабки шумно. Оставить, как меня здесь. Сейчас попить принесу. А, его уже хотят ставить. Друзья, вот так шли приготовления. Это непростая задача организовать людей, транспорт и встречающих людей в разных городах. Тягать и исполнять капризы. Надо в одном месте сгружать. А все должны за своими собаками приезжать. Вот этот вот мне нравится. На! Вот этот мне нравится. Чей он? А, это Колобов. Ну, подпитывал, да, Это Колобов. Потому что кто-то А ты вот, обещал за ним ты приехать. видишь номера вот этих троих? Перечисляй. Ты мой хороший, да. Они открыты. Хороший. А ты же думаешь? Ой, Не, вон какие номера. ласточки. А. Ой, какие ласточки. Ой, мои хорошие. Жень, давай поднимем его. Ты чего там грызешь, а? Ты так стрессуешь, да? 39, 46. Девочки, давайте воду вместе, грузить вместе с собаками. Не надо по дороге покупать вот эти канистры. Давайте попоим, а? Давай. Он агрессивный камуфляж. Ты прям хочешь? Да, вот этот вот. Да, он агрессивный. Да. А вот этих попоили мы. Этих да, всех. Да, вот у этого тоже вода есть. Миску давайте, вот эту возьмем. А там есть водички немножко? Вот я нашла своего рыжика от Веры Львовны. Вот он. Да, вот он. Ты мой хороший. Я понимаю, что И ты мой хороший. И ты мой хороший. Спасибо, что ты такой скромный. Я вас люблю. Я вас люблю. Я не буду к вам грубо относиться. Пожалуйста, меня не бойтесь. Не бойтесь. Пожалуйста. Да. Моя скромность. Вот это вот моя. Вот это Это моя. кто такой? 46. Кто искал? Что с глазом-то? А? Саша. Не знаю. Саша 46. Кто? Вот они мои зайки. Вот они мои зайки. Вот они мои зайки. Это моя сладость. Гуси и Вера Львовна гуси. Да? А ты кто? Ты кто? Вот этот вот номер бы прочитать еще. Вот это чей номер? 13. Анна. Любится. Ага. Это вот у Анны. Любится. С зеленкой на глазах. Так. А ты какой смешной. Ты какой смешной. Мишка. Мишка чудик. Иди ко мне, мой золотой. Ну что ты такой бояка? Ну иди ко мне, иди. А, это что такое? Это клещ, что ли, сразу? Ну что ты, не бойся. Не бойся, не бойся. Не бойся, пошли. Пошли, давай. Давай, пойдем. Ну пойдем, ну покажи мне себя, покажи. Что ты плачешь, что ли? Плачешь? Да там еще. Давайте. Я этого я посажу, давай. А вы дайте целую бутылку им, а?
Мне так... Дал я им, все нормально, я дам еще. Я набрала, домой не потащу эту воду. Как они пить хотят, боже мой. Давайте жалеть воду. Блин, не могу. Как они пить хотят. Как можно канистры воды не взять с собой? Блин, не могу. Иди ко мне, мой хороший, иди ко мне, мой зайчик. Иди ко мне, иди. Вот какой ты золотой. Вот какой золотой. Я его сейчас на руки хочу взять. Вот он какой. А? Он самый, да. Он самый. Так, приезжайте, пожалуйста. Давай. Прыгай. Ты мой золотой. Ой, не надо. Надо бежать нашего мальчика. Может быть, на ручки возьмем? Нежненько надо к него. Ну, это очень высоко. Давай, иди. Надо помочь ему. Давай, прыг. Ты мой хорошка. Люблю тебя, люблю тебя, зайчонок. Не надо только жестоко душить. Надо Ну, нежно. давай, дайте я снимать. Да, нежненько. Вот он меня лежит. Все. Пойдем. Давай. Давай, все. Давайте посадим, да и поедем. Может, мне там еще кто-то перепадет. Давай, мой сладкий, давай. Не, он не очень хочет. Давай, держи. Давай. Давай, в клеточку пошли, в клеточку. Ну, давай. Подержите, я клетку поставлю. Писать будешь? Давай, писать, давай. Сюда. Он писать хочет. Да что ж ты, мой хорошка. Подожди. Так нельзя делать. Стой пока здесь. Ложку мы забираем у тебя. Да. Она тебе не нужна. Это твой купе. Дорога была нелегкой и очень продолжительной, с остановками, трудностями, поломкой машины. Это 3 суток без сна, в напряжении провожающих и встречающих. Вот настолько велико желание людей спасать, не убивать, жертвовать собой, только чтобы они жили. Ну и на мое кураторство приехали 3 замечательных, скромных, ласковых ребенка. Это любвеобильный Тошка, готовый всех облизывать и давать свои лапы. Это шоколадный Шарон, застенчивый, вдумчивый, пока еще не до конца разобравшийся, что же такое человек, добро или зло. И стесняшка девочка Эля. Ей подольше придется привыкать к лучшей жизни, которая ей не знакома пока. И ни в ком из них нет ни капли озлобленности на человека. Друзья, помощь сократилась в разы. Помните, я зимой говорила, не бросайте уже спасенных. Они живые и есть хотят ежедневно и очень нуждаются в вашей помощи. Они не выживут, и я не смогу им помочь, если не на что их кормить и содержать. И не спасти других я не могу, если знаю, что завтра их бросят, скорее всего, заживо, в топку, точнее в печь, которые уже закуплены. Я прошу вашей помощи. Пожалуйста, откликнитесь. Помогите оплатить спасенных. Я прошу, давайте поможем только что приехавшим. Помощь нужна и разовая, и ежемесячная, финкураторство на любую сумму.